Идет гибридная информационная война. Так начал встречу глава внешнеполитического ведомства Абхазии Нала Ардзинба. Поэтому, как он рассказал, МИД начинает активную работу по анализу публикаций об Абхазии в иностранных и международных СМИ. МИД Абхазии в ближайшее время адаптирует специальное программное обеспечение по анализу больших данных. Это позволит нам иметь полную картину относительно того, кто, что и где пишет про Абхазию. Следовательно, имея полную информацию, мы будем подбирать адекватные инструменты реагирования на те или иные ситуации, прежде всего связанные с дезинформацией и откровенными провокациями. Мы сегодня обсудили как раз, что такие провокации активно сегодня исходят из Украины, в нашем случае активно из Грузии. Вопросы имиджа Абхазии и борьба за объективный образ республики в международных СМИ в контексте происходящих в мире событий становится особенно остро. На вопрос абхазских журналистов о том, как продвигать светлый образ своей страны, Мария Захарова ответила просто – решать внутриполитические проблемы. Есть вещи, и мы сейчас с этим сталкиваемся всем миром, когда, несмотря на тот позитив, то конструктивное развитие, которое происходит внутри государства, информация все равно искажается. Что с этим надо делать? Ну, безусловно, тоже с этим можно и бороться, и нужно бороться. Но, безусловно, в первую очередь, это фокусировка на внутреннее развитие, купирование тех проблем, которые могут стать, к сожалению, такими привлекающими внимание и дающими почву для дальнейших вот таких агрессивных информационных кампаний. На вопрос, что изменилось в отношениях России и так называемого коллективного Запада после 24 февраля, Мария Захарова ответила, что особенных изменений не произошло. Просто стало явным и публичным то, что происходило в формате невидимом широкой общественности. Мы в таком режиме информационной агрессии, ее отражения, я имею в виду агрессии в отношении нашей страны, мы живем очень давно, очень давно. Многие процессы были скрыты от общественности, они проходили не так откровенно и не так были очевидны для всех. Но мы-то с этим, как дипломаты, как сотрудники госслужбы, как профессионалы-медийщики, мы с этим сталкивались ежечасно. Одним из примеров безусловного отрицания России всего российского на Западе Захарова назвала отказ признать и регистрировать российскую вакцину от COVID-19. На этом фоне, когда мир должен был объединиться, наоборот, началось его разъединение. Помните, да, история с вакцинами. Россия первая разработала вакцину, предложила миру. И что мы взамен получили? Агрессию, нежелание ее оформлять в международно-правовом плане, сертифицировать, бесконечное количество фейков и так далее. Все, что сегодня происходит, Захарова назвала процессом переустройства мира. Это не турбулентность, это такое настоящее начало глобальных тектонических сдвигов. Они были, они намечались. Кризисные явления нарастали, мы об этом постоянно говорили, что к чему может привести. Но сейчас это уже запущено в качестве глобального процесса. И это, конечно, меняет все. Меняет картину мира, меняет отношения многих людей к многим процессам, во многом меняет основы и ставит глобальные вопросы, на которых пока у человечества ответов нет. Приостановку женевских дискуссий Мария Захарова назвала продолжением культуры отмены, которая сегодня господствует на Западе. Другого объяснения, по ее словам, нет, так как женевский формат встреч – это процесс, запущенный задолго до начала нынешнего кризиса и никак к нему не относящийся. Нужно отличать такое, знаете, действительно там праведный гнев, невозможность ведения диалога по принципиальным соображениям или неэффективность переговорного процесса, который, например, заходит в тупик. Это все очевидно, такое существует в политическом дискурсе, в целом, в дипломатии, в отношениях. А есть вот то, что называется теперь на Западе культура отмены, когда по идеологическим соображениям, возникшим не в связи с кризисом, а задолго до кризиса, вот по этим идеологическим соображениям, используя момент и его конъюнктуру, навязывается вот эта идеологическая надстроечная часть, навязывается идеология. И все те, кто в это не хочет вписываться по целому ряду вопросов и целому ряду направлений, их пытаются просто вычеркнуть из процесса. А сама культура отмены, по словам Захаровой, это доведенная до абсурда толерантность, за которую Запад боролся не одно столетие, но в этой борьбе дошел до ее противоположности. Это попытка сделать вид, что проблемы не существует.
Это очень по-детски, потому что наивно и жестоко. Но жестоко не по отношению к нам, а по отношению к собственной идеологии. Вот понимаете, Запад бьет сейчас по собственной идеологии, которую выстраивал много лет. И много из этой идеологии действительно в теоретическом плане прекрасно. Да? Ну что может быть плохого в правах человека, может быть, в терпимости не к человеческим порокам, а к разнообразию, многообразию этого мира. Но получается-то все наоборот. То есть идея доведена до абсурда и превратилась в свою противоположность. Вот и все. Под знаменами толерантности, достижения мира в виде его многообразия, свободы слова и плюрализма, все это свернулось просто в такую абсолютно убогую идеологию неприятия ничего, что не вписывается в собственное представление о мире. Что касается вопросов взаимоотношений России и Грузии и в их контексте Абхазии, то, по словам Захаровой, сегодня, не присоединяясь к санкциям против России и не поддаваясь на подстрекательство открыть второй фронт, Грузия проявляет себя как поистине суверенное государство. Мы относимся, опять же, к Грузии как к государству суверенному, которое тоже прошло очень сложный и проходит непростой путь. Оказывается на нее давление, причем оказывалось давление не как на многих именно сейчас или в какие-то отдельные моменты, но мы прекрасно помним ту разрушительную идеологию, которая была внедрена или была осуществлена попытка ее внедрения под видом именно такой внутриполитической части развития этого государства. Мы прекрасно помним, как Запад не просто вмешивался в дела этой страны, а пытался моделировать по своему сценарию развития и Грузии, и всего региона в целом. Что касается перспектив развития отношений Грузии и России, то, по словам Захаровой, дипломатических отношений нет, но есть экономические, развиваются именно они, как и контакты между людьми. А отношения России и Абхазии двигаются динамично по намеченному курсу стратегического взаимодействия и без привязки к внешним факторам. Марьяна Котова, Сосрык Вагухава, Абаза ТВ.